Пяткой на камень сели прям. О, приехали, называется. Слушай, как пуля. Ну что мы решили? Варим в этом? Тушенку, да? Тушенку с картошкой, похлебочку, да? Ну что, открываем еще? Что-то сыпятно, да? А что сыпятно? Привет всем! Смотрим видео о том, как мы отправились по притокам реки Алдан. В дороге с учетом туда-обратно мы преодолели 1500 километров, из них 780 километров на лодках, сожгли тонну бензина и пару ведер масла. На нашем пути два парома, один в Якутске через Лену, второй через реку Амга. Крайняя точка наземного пути – поселок Усть-Мая. В этом видео много интересного, поэтому смотрим до конца и не забываем, видео полнообзорное, крутим, вертим свои гаджеты в формате 360. Переправа через Амгу. Граница с Усть-Майским районом остается совсем чуть-чуть. Мы продолжаем наше путешествие в Усть-Майский район. Прошли паром, идем по дороге. Впереди еще 160 километров, потом 110 километров по воде, и мы будем в поселке Эльдикан. Это наш первый перевалочный пункт. Ну а дальше будем 130 километров после того, как переночуем по Алдану. Да, сходим в баньку, вроде как обещают. С какими веничками? В общем, веники из можжевельника. Едем. Да, у нас тут ЧП произошло. С этой стороны не видно, вот он. Да, стекло лопнуло. Трещит. Слышно даже, как трещит. А ты открой дверь. А оно посыпется, не дай бог. Не. Точно? Да, ты пишешь. О, приехали, называется. Слушай, как пуля. На. А? Смотри, кто-то сзади нас выстрелил, я тебе говорю. Да ладно. Местное население. А, только осторожно закрывай. Ну, как тут? Тут уже без вариантов. А что сейчас делать-то? Сейчас может его заскочевать или еще что-нибудь? Ну, хотя бесполезно скотчем-то его. Полностью, вся да, пошла. вся пошла. Ага. Мы потом ее поклеим Пленкой. типа пенофолом или пленкой. Это там уж. Это она так от лодки отыгрывает, что ли? Видимо. Да. Беда. Что-то чутка мы закипели. Травит. Ну, все, полилось, закрывай ее. Будем ждать, пока остынет. Ну что, мы продолжаем разбираться. Едем 2500 оборотов максимум. Ну, 3000 было максимум даже. Нет, 2,5. Ну, 2500. После последнего. Да, что-то темпер поднимается выше нормы. Пытаемся разобраться, в чем проблема. Есть? Есть антифриз, есть. Так, что тогда? Забито? Ну, будем дальше разбираться, что. Давай дольем все равно раз. Нет, дольем, конечно.
Мотор новый, там ничего не забито, все нормально. Хотя я вчера доливал специально перед выездом, примерно на таком же уровне и было. Ну что, расширители ее давно. Ну еще шили. Ну куда там дальше? Нормально. Кашу маслом не испортишь. Ну, видишь, сколько конечно. Все, запирай. К вечеру первого дня прибыли на реку Алдан, собрали комплекты и отправились в водную часть нашего путешествия. Шли двумя экипажами, я и Володя на Саларе, и Андрей с Григорием Кондратьевичем на Выдре. Следуя по дистанции, любовались Алданом, тем, какой он разный на отрезке в 200 километров. К концу второго дня заехали к местному путейцу, обсудили обстановку на реке, лесные пожары и многое другое. В это время Андрей на Выдре переобул Тахатсу с редуктора на водомет. Ну, так-то видно, что недалеко. Низко же идет. Тогда помнишь, Белянка горела, да? Да, там-то по-серьезному горело. А мы с кем? С тобой? С вами же шли же? Это когда Женя до нас не доехал. Да, это когда Женя не доехал. Мы с этим, с Лехой были. Леха на второй лодке, пока не был. Да. Ветер поменялся, благо, что мы вышли, да? Я смотрю, ты любишь читать. Ну, блядь, по бегом, блядь. Не одел, Андрюх. Не дает. Делать? Ну все, пускай ее. Что, пробовать будешь? А ты Давай. Сколько крутил? Не зря. Рюкзак кинь оттуда, мешает посмотри, оттуда вода тоже прет. Надо бамбол туда затянуть. Сейчас подъедет, скажешь. Может, не затеряет. Нет, без прохватов идет. Просто тяжело идет что-то. Тяжеловато, да? На полную. Мы сюда дошли 70, да? Подожди, а у нас... А, мы же доливались сверху. Что получается у нас? А, ну 70 минут. Ну, там мы семерку-то доливали. Почему? Потому что это, там по месту мы уже туда-сюда мотали. Сколько раз мы туда обратно спускались, поднимались? 3 раза. Вот по семерку это и выгорело. По экрану Один раз все поднялись. я только 2 раза, потом ты 1 раз. Да. Все нормально?
Ну а далее нас ждал путь в 150 километров по горной реке с перекатами и порогами до 2 метров. Ну, учитывая то, что мы сегодня очень рано вышли и прошли 30 Мы километров, планировали вообще с утра поехать. Но поскольку вчера обстоятельства сложились иначе. не в нашу пользу. Форс-мажорные обстоятельства, естественно, имеет в виду Да. Алексей Александрович. Соколов. Или без фамилии. Так, ну что мы решили? Варим в этом? Тушенку, да? Тушенку с картошкой, похлебочку, да? Заняться, но... Да, там, короче, Вова, инициатива. Я Козуева. советую тебе изучить, короче, содержимое вот этого ящика, чтобы ты знал. Ты у нас как обер-интендант будешь. Кок! Назначили. В простонародье, да? Что там есть, чтобы ты знал? Не, ну а что, картошку с лучком и с тушеночкой, да? Как похлебку. Похлебать. О, красота какая, да? Ляпота. Ну, блин, не говори. Ох, блин, режет. Так, водки больше не идет? Водку? В лодке, в лодке. Ага. Я молоденький. Мерещится-то что? Да, если Ну что что, вытащили нужную? Палатку, спальники. закинем, если что. Дима вышел. Так, морковка. Так, а где Подожди, я его почему-то закрыть не могу. Сейчас. стол мне дать? А где? Ага. Правда вкусная рыба. Вот. Далеко поймали? Ты где? Здесь взяли? Ну там. Туда раза 3 свою самодельную мышь. Первый раз, пока она мокла, она плавала. Потом утонула, я ее не вижу, где она. Так, ну все. Ужин, ночлег, завтрак и снова в путь. Шестерка. Домик. С прибытием! Атыржак. Атыржак? Улюсил камеру. Да, Вы нас поснимали? да. Ну что? Стоит. Там какая-то должна быть. Кто? Поляна. Ну, поляна есть, травой заросшая. Ё-моё. Че, ждем начальников? Поднимайся. Ну, кто-то ходил. Пробка. Так, мы неправильно кричали, да?
А там, по-моему, не причалишь. Ну, перепричалим, если что. Ружье надо было взять так. Надо было. Кого? Ружье надо было взять. Ага. Ой, полыни-то сколько, а? Вот тебе и поляна. А? Я руками брижу. Ты отвернись. От меня камера-то все снимает. Че? А? Медведя видно? Пока нет. Видать? Не. Вон коса есть. Можно траву покосить. Дрова, коса. Не, мне кажется, лучше с палатки. Да. Пока что-то дойдешь. Закрыта дверь или там Мишка живет? Постучим, сейчас спросим. А где поляна-то? Ну вот она, чем тебе не поляна? А? Кругом поля. Гидрометслужбы. Гидрологический пост. О, это такой. Все, спальня принадлежность. Да? Наверное, чтоб не отсырели. Ну что, открываем или что? Что-то сыкотно, да? А что сыпать-то? О, такие же были отвертки на это. На великах. О, нифига себе. Нифига себе, ты смотри, как что-то. Как будто даже чисто, да? А свет? Генератор возит, Конечно. Ну, есть переноски. Тазики тут. Самогонный аппарат. Ага. А, нифига. Все как в лучших домах Якутска. Газово видишь тут. Ну а как понять, были давно ли они тут были ли? А? Ну, это охотники, что ты хочешь. Так он же говорит, сюда никто не это. Или с другой стороны заходит там, да? Тут малодоступная речка, как только вот от таких моторов. Нет возможности у каждого человека попасть. Приезжают сюда, да? Почему? Ну, лопатка новая такая. Ну тут вообще смотри, как будто бы Лучше в домах Лондона, Парижа и вот и Парижа. как будто поехали за рыбой. Даже будильник идет. Батарейка не сел. У меня вот как купил гараж, там висит какой-то электрический будильник, и вот до сих пор
бибикает потихоньку. Надо батарейки там прикрыть. Газ, вон куча тушника. Ну-ка, батарейки есть? У меня такое есть дома. Аварийное освещение. Самаринка. Что, снимаешь? Заплатки висит. Пузыри стоят. Ну и чё? Она на карту памяти снимаете или на что? Флешка. Там памяти много, да? Да, у 360-то быстро съедает. Там 128 гигов, у меня осталось 1,5 часа съемки. Так. Всё, что ли? Мы только начали, а у тебя уже съемки нет. А я же включаю и выключаю. Бензопила, да? Дружба, да? Ну что решаем? На косе? Конечно, чего шлепать тут все время? Еще раз вернемся к проходу этого порога. Видео сверху не передает этого эффекта, но, как показывает метрика GPS, высота порога оказалась около 2 метров. Куда? Тут никуда не попадешь. Вот тут надо, блядь, по этой надо было шлепать. Так, давай-ка развернемся. Ты держи, я заведусь. Ну ты разворачивай, держи, я не знаю, на суше ты не сможешь держать. Держи, я заведусь и пойдем вот так пробовать. Запрыгнуть без ног. Все, готов? Давай, давай!
Только на камень сели прям. Сейчас так и пойдем. Держи. Андрей, сколько поднялись-то мы? $150? Идти, да? Желание огромное. Вот такой нас встретила горная река. Рыбалке здесь я посвящу отдельное видео. А проводили нас выводок только оперившихся крахалей и пара журавлей.